В Якутске с 24 октября стартовал третий конкурс, направленный на изменение состава тела «Я могу», который проводит спортивный клуб «Fitness Life». По мнению организаторов конкурса, 7 недель достаточно для того, чтобы привести тело в хорошую форму. Выиграет тот участник, который сможет за это время скинуть максимальное количество килограммов или нарастить мышечную массу тела. Главным призом и мотиватором для участников станет годовой абонемент на посещение клуба «Fitness Life». Это очень мотивирует наших клиентов добиваться поставленных результатов, целей новых, которые они сами от себя не ожидают. И поэтому в прошлом году мы посчитали количество жира, которое было, так сказать, сожжено среди всех участников, порядка свыше 200 килограмм. То есть это вообще прекрасный результат. Все очень стараются, посещают персональные тренировки, соблюдают режим питания, очень замотивированы. Все проходит на таком хорошем спортивном духе, соревновательном. Стоит отметить, что конкурс проводится ежегодно с 2014 года. Первые два конкурса проходили сроком 9 недель, но нынче промежуток времени сократился до 7 недель. Это практически олимпиада, как для участников, так и тренеров, но, как заверила менеджер клуба Fitness Life Наталья Сарай, все возможно. И попробовать свои силы смогут даже новички, которые впервые в жизни вступили на порог фитнес-зала. Задача для нас, как тренеров и клиентов, конечно, усложнилась. Но приз такой же, суперприз, это будет годовая карта. Поэтому есть за что бороться. И мы решили добавить еще оценку гибкости человека и физическая выносливость. Будем оценивать. Большую часть участников конкурса «Я могу» составляют те, кто мечтает сбросить лишние килограммы. Но как быть тем, кто от природы относится к так называемому типу сложения, как эктоморфы, и наоборот всеми силами пытается нарастить мышечную массу? Об этом мы поговорили с фитнес-инструктором Юрием Сашенко. Мы отказываемся от вредных привычек, мы правильно балансируем диету, мы не бросаем резко есть и не начинаем есть все подряд, лишь бы набить себе килокалориями, да. Мы правильно, аккуратно, осторожно выстраиваем тренинг, начиная с малых весов, правильно ставя технику и постепенно уже повышая, да, отслеживаем наш прогресс, чтобы все у нас было подотчетно, чтобы везде была статистика. Тогда уже мы более-менее будем видеть свою картину, чего у нас, что привело к росту или к снижению веса. Также мы наше питание разбиваем на 6-7 приемов пищи в день, чтобы наш организм постоянно подпитывался. Белки, жиры, углеводы, плюс минералы, витамины и достаточное количество воды в день. Существует немало стереотипов и мифов о тренировках и спортивном питании. Что действительно помогает, а что только идет во вред, мы также узнали у Юрия Сашенко. Ошибочно начать есть все подряд и приходить в зал и начинать дергать здоровенные веса, непонятные, да, потому что мы часто замечаем, когда приходит новичок в зал, берет просто штангу, вешает туда по 20 килограмм с каждой стороны, начинает делать бицепс вот с такой вот техникой, его шатает бедного, как будто он на корабле стоит в шторм. Это неправильно, потому что без правильной поставленной техники мы очень велик риск травмироваться. Спортивное питание, в принципе, стоит употреблять при наборе мышечной массы, потому что когда мы начинаем заниматься, когда мы начинаем набирать вес, организм очень остро нуждается в белках. Поэтому протеины – это не химия, это протеины мы не колем, мы их не нюхаем. Протеин – это просто добавка к пище. Это тот же самый белок, который в виде порошка, мы его разводим с водой и выпиваем. То же самое, что съесть яйцо. Такие мифы, как пойти после тренировки выпить кружечку пива, очень калорийного, чтобы набрать массу, это все тоже ерунда, потому что, во-первых, пиво – это пустые калории, которые бесполезны, они все идут в жир. Во-вторых, это снижает уровень нашего тестостерона, что, соответственно, приводит к катаболизму. Надо просто менять питание и поменять тренировки. На тренировках мы просто тратим энергию, чтобы организм брал эту энергию из жировых запасов, а не получал с пищи извне. Вот и все. Возраст не имеет значения, если вы хотите иметь подтянутую фигуру и держать тело в тонусе. Из более чем 3000 участников всемирно известного триатлона Ironman, который несколько раз в год проходит в разных странах мира, почти половину составляют мужчины и женщины среднего возраста. 40-летний атлет, директор фитнес-клуба Fitness Life Виктор Салтыков уже второй год подряд принимает участие в триатлоне Ironman. Начиная с 2014 года Виктор прошел триатлон в Женеве, Берлине, Каннах, Токио, принял участие в триатлонном старте во Вьетнаме, Сочи и Будапеште. И первым из Якутии в этом году, 26 июня, прошел полный марафон в Австрии, а это дистанция длиной 225 километров. И буквально неделю назад атлет вернулся из Китая, где прошел очередной триатлон Ironman. В этом году я сделал первый полный Ironman среди якутян.
и стал 784-м человеком в России, кто прошел полную дистанцию. Составляет 225 километров, и у меня ушло на это 13 часов. А вы, наверное, вообще там были никакой, да, после Нет, нет, этого? нормально. Я после этого еще сутки спокойно бегал и не спал. Он, видимо, разогнался очень хорошо. Потому что дистанция состоит из 4 километра плавания, 180 километров велосипед, и после этого бежишь марафон 42 километра. Это все в разное время? Это нет, это все за раз. За один раз, да? Да, это без А остановки. потом можно сразу в гробик. Не, нормально все. Ну, на самом деле к этому готовишься же, да. А не страшно то, что вы с кем-нибудь можете там столкнуться? А там такое происходит, да. Но это адреналин, да, это адреналин. Тебя могут ударить, тебе могут там выбить зубы. Бывает так, что, допустим, где-то поворот на буе, да, на разворот, там скапливается большое количество людей, и там в 3 этажа. То есть на тебя сверху еще 3 человека, вот так вот. И это все. Ты в лепешку. Да, и там, ну, это тренируется. Кровь и все. Не, ну крови нету, как бы. Не, ну бывает такое, что там, да, бывает и выбивают, там, бывает тонут. А так, триатлоном я занимаюсь уже 2 года, и за эти 2 года я сделал 7 половинок, это полуайронмен на дистанцию 113 километров, и вот полная дистанция была в этом году. Это циклический вид спорта, он очень интересен, да, интересен своим разнообразием. Я пытаюсь развить это направление не только в клубе, но и в городе. В прошлом году мы запустили такой проект, как Fitness Life Indoor Duathlon. Было 3 старта за год, было много участников. Участники это были горожане, легкоатлеты, просто велосипедисты, которым этот старт очень понравился. И в этом году мы также, скорее всего, там, в ближайший месяц запустим новый сезон. Все-таки чем раньше люди поймут, что чем раньше ты в себя будешь вкладывать вот именно вот эти вещи, да, то есть приобщать себя к спорту, то ты, в принципе, в будущем-то выиграешь. Итак, с 24 октября стартовал очередной конкурс «Я могу» от фитнес-клуба Fitness Life. Участники, сумевшие преодолеть себя и свои слабости, достигшие наибольших результатов менее чем за 3 месяца, станут обладателями ценных призов, а самое главное – идеального телосложения. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.